Так, всем здорово, ребят. Сегодня я сыграл каточку на Бисмастере. Вот только недавно вернулся с армии у нас. Очень давно. Я играл в доту год назад, последний раз я в доту играл. Вот очень так интересно было, что вообще, как изменилось. Вот только недавно зашел. Пару каток буквально я до этой игры сыграл. И все, решил вот сразу записать вам ролик на вот рангах, легендах, на властелинах, там 1003-4. На свой на свой мейн аккаунт я что-то не смог зайти, потому что у меня там что-то проблемы с номером. Ну, я все еще решаю, потом, может быть, буду записывать на мейне игры тоже, так же, да. Так, ну, на Бисмастере мы берем талантик на Вилдхант, то есть красненький талантик. Сейчас через желтый я пробовал играть, но он как-то сильно прям так занерфлен, если честно, там. Агоним вот этот через ультимейт не дает 20 стаков, и там уже ваншота через ульту просто не получается. Ну, короче, в общем, такая история. Поэтому просто играем через красный талант, берем Вилдхант и качаем просто кабанов, птичек и пассивку. По закупу я решил взять 4 ветки стик танго. Раньше, если я брал просто апнутый стик 3 ветки, сейчас подняли цену на стики, ой, да, на веточки вот эти, на 5 голды, из-за чего вообще сбился, то есть закуп. Не хватает больше голды на закуп такой. Вот такая история, да. Так, ну в начале игры стакаем 2 кабанов обязательно. Для того, чтобы уже начинать потихоньку ими харасить саппортов. Или просто харасить крипов, то есть добивать их. Попроще было. Вот у нас новый герой Ларго, кстати, играется здесь против меня. Силовик, супер жирный, прям неприятно в него стоять, на самом деле. Очень тяжело пробивается. Ну, вот так контролем кабанчиков пробиваем потихоньку. Так что все, в принципе, отлично у нас будет с этим вопросом. Ну и просто стоим линию. На первых порах, конечно, лучше просто качаться крипов, добивать, стараться. И особо не выделяться там, не хараситься особо. Главное, главный наш Power Spike это 3-й левел получить на Бисмастере, да. И у нас уже получится очень сильно давить энеми врагов, потому что, ну, кабаны первого и второго левела кардинально сильно отличаются. И там дэмэдж вы сразу ощутите и почувствуете. Расходники здесь особо не нужны на Бисмастере, да, потому что, ну, как я раньше сказал, мы особо не харасимся, мы просто качаемся, ждем доминатор. Или хотя бы вот шлем. Ждем шлем и 3-й левел в идеале. Ну, то есть Войд подошел, просто идем его бить. Нас крипы не пробивают под пачкой, потому что, ну, у нас врожденка такая на Бисмастере. Очень сильная тоже. То, что вы можете просто под пачку пойти энеми, и вам вообще будет все равно на нее. Вот это реально хорошая тема. То есть под кабанами, под пачкой вы можете вообще спокойно любого кора 1x1 перебивать. Ну, кроме Урсы, наверное. Урсу вы больше катите. Просто вы сами не подходите, а Урсу вы бьете именно через кабанов. Так, ну вот у меня вот здесь 2-й левел. Пачка по таверам. Здесь мы можем уже не призывать пока что кабанов. Мы ждем, получается, 3-й левел. Копим ману, да, чтобы когда у нас 3-й левел появился, у нас появились ресурсы. Тут, конечно, надо еще привыкнуть добивать крипов по таверам. Потому что, ну, отвык, видимо. Очень много пропустил. Ну, это ладно, это ничего страшного уже в этом нет такого. Ну вот, 3-й левел апаем, да, получаем кабанов второго. Сразу вызываем и пытаемся 2 кабанов застакать. И с 2 кабанами уже можем спокойно начинать очень сильную, очень сильно харасить, короче.
говоря, да. Вот тут по таверам мы не... Мы пойдем по таверу чуть-чуть аккуратненько, да? Прохарасим, пока крипы по таверам есть. Вон, очень больно Ларго у нас. Конечно, хотел бы Вайдап прохарасить, но он сейчас первый нажмет, да, и все. Ну все, ладно. Прохарасили, все хорошо, просто качаемся. Подходить не даем. Подходит Войд, вот он подошел, да? То есть тычку сразу получает тот кабана. И так и стоим, в принципе. Нажал гриф на крипа. По чуть-чуть по таверам дэмэдж разделить. Ну, здесь у меня вот Бара разбежался, что-то подвел меня. Я думал, мы сейчас убьем его. По итогу жаба ему походу сбила чардж и все. А вот тут вот даблкил сейчас будет у нас пришный. Ну, как я и говорил, психологически я не думаю, что они сильнее. Они просто пошли в меня под крипами драться. Психологически, конечно, не думают вот то, что крипы очень много наносят. Ну, потому что обычным героям они очень много дэмэджа вносят крипы. Но не без мастера. Без мастера другой случай. Как я и показал. То есть 1 в 2 стоял просто с кабанами. И все равно перебил вот там Ларго. А потом прибежал просто Бара, убили еще Вайда. То есть вообще в этом проблем не составило никаких. Ну и все, в принципе, мы особо не боимся, да, то есть вот кабанов стакаем просто. Опять же, вот, видите, дерусь под крипами, вообще не боюсь, потому что, ну, если Ларго меня будет бить, он сам умрет. А крипы мне дэмэджа не вносят, и, то есть, вообще можно не бояться крипов. Ну, вот так и стоим, то есть, вот. Пацаны уже на КД ушли, после ТПшек умерли, да, мы сейчас просто дофармливаем домик, получается, тавер сносим. Вот сейчас по катапульту, по дабл вейв, как раз таки очень хорошо тавер снесется у нас. Важно не забывать про катапульту также, да, то есть если катапульта есть, стараемся запушить тавера. Вывести пачку, может быть, в каких-то случаях вражескую, чтобы наши пачки под тавер просто зашли, и мы спокойно спушили уже его. Вот они начинают уже возвращаться, я сразу на перехват иду, то есть не подпускаю вот этих крипов к таверу, чтобы катапульту как можно дольше пожила с крипами и как можно больше дэмэджа нанеслось. Так, все, у нас прилетел доминатор, можно вот любого крипа брать. Тот хороший крип, тот тоже, кстати, потому что тоже замедление дается, и у кабанов замедление плюс замедление у ТВ крипа там вообще 100 мов спида становится, и то есть фри игра вообще становится. Рор не жалеем, да, смысла рор жалеть нету. Еще такая стадия игры, то что можно рор хоть кого нажимать, и вот видите, какое замедление невероятно. За чуть-чуть заруинила пассивка, то что вот она очень долго летит, пассивочка крипов. Ну, я думаю, ничего страшного, просто все. Теперь просто остается там качаться и все, ну. Фармим доминатор, да, второй. Вот, купили доминатор первого уровня. Можно вот с доминатором, пока вы сильный очень, можно выйти там на мид, на топ можно выйти, тавер снести спокойно. То есть в этом тоже нет проблем никаких, просто выходите, сносите. Потому что, ну, вы топ-1, топ-1 нетворс на карте, самый сильный герой на карте. Вот сейчас выхожу просто в мид. Вместе с барой, вместе с мидером, просто тавер напрягаем, забираем. Если прямо упираются там пятером дефать тавер, это, ну, что, это, конечно, вряд ли, но если вдруг, можно просто попробовать подраться, да, если ничего не получается, можно просто дальше качаться идти. Потому что если, ну, они в пятером здесь встанут, то они... У них другие сайты будут прифармиться нами, получается просто. Ну вот, тавер сносим, да. Сейчас глиф пройдет, сносим тавер. Никто даже не дефает его, ну все понимают, то, что мы очень стронг с доминатором.
Ну и все, играем максимально сейчас агрессивно. Мид тавер снесли, бот тавер снесли. То есть не продолжаем свою территорию фармить. Пока мы самые сильные герои на карте, надо обязательно пытаться фармить именно вражескую территорию. Потому что вы сможете находить любые фраги вот на вражеской территории. И убивать, соответственно, да. То есть, если вы будете там качаться. Ну, мы пошли вверх, спушили. Точнее, убили просто наверху, и сейчас они спушат их. Тэпнулся пофармить. В принципе, рора нету, почему бы и нет. Бот задефать хорошо. Как раз здесь буду дофармливать доминатор свой. Конечно, мог антимаг сюда тэпнуться, да? То есть пофармить, ну, это уж прям по ситуации. В идеале, конечно, так было бы сделать, да. Пока здесь никого внизу нету, пока... Вся enemy команда наверху, надо было остаться наверху. Подраться просто можно было. Ну, это тоже ничего страшного, я тут дофармлю просто... Просто дофармлю здесь второй доминатор, и уже со вторым доминатором можно Т2 прешерить, Рошана забирать. То есть это все так работает. Домик у меня здесь супер ранний получился, на минуте 6 я получил доминатор, это очень хороший тайминг. Ну, у вас такие будут, если вы линию будете выигрывать. Под Т2 вот лезть смысла нет вообще, нас просто здесь убьют. Под любые телепорты, поэтому мы качаем просто доминатор и все. Все нормально у нас будет, в принципе. Там в топе какие-то файты. Но, если честно, я особо не хочу никуда рисковать. Хочется просто... Можно было бы ТП сделать, но у меня ТП нету, да. Ну и сейчас, что тут, 600 голды до доминатора остается, и все. Ну, по раскачку, вот, как вы видите, да, первые топоры вообще смысла качать нету, потому что, ну, у вас просто маны не хватит, да, то есть мы не покупаем арканы здесь никакие, расходники тоже неохота покупать, лишние деньги тратить на расходники, просто покупаем фаст доминатор, да, и качаемся через второй, третий, и все, в принципе, у нас будет в шоколаде. Нужную ману дополняют нам стики, которые мы купили еще после доминатора. Ну вот, уже 100 голды остается до домика. Сейчас кэм дофармливаем и покупаем домик сразу. Все везем. И желательно этим домиком, конечно, эншента какого-то забрать хорошего. Самый топовый эншент это дракон. Черный. Благодаря его сплэш урону можно фармить, как с БФом, да. Ну, в этом случае я взял просто маленького голема, который минус 3 армора дает. Чтобы просто наносить больше дэмэджа. И, ну, только для этого я и взял. Дальше покупаем после доминатора барабаны, блинк. То есть там уже очень все по ситуации. Можно БКБ, барабаны, блинк. Можно купить кирасу, да, если там прям много физического урона. Можно лотус там против арчидов разных, да. Пайпу можно взять, но это очень такая... Очень такой предмет, конечно. Не для просолки, так сказать. И не для лоу ПТС. На лоу ПТС лучше брать просто побольше урона. Чтобы у вас была возможность, так сказать, врагов убивать. Очень много ошибаться здесь. Просто может вам урона не хватить, чтобы убить. Поэтому можно вообще взять просто барабаны, бринк, БКБ и кирасу какую-нибудь, да, на минус армор взять. Есть вариант Блаторн еще купить. Хороший тоже айтем для соло киллов. Но он больше работает уже с агоним шардовыми
птицами. Вот так вот, да. Ну все, тавер сносим здесь, доносим, так сказать, до конца. Ну и все, качаем тройку вражескую. Т2 нам вряд ли дадут снести сейчас, потому что, ну, еще слишком рано, еще дота так построена, то что можно спокойно дефаться вообще. Да, если честно, герои у нас не особо подходящие. Тут я умру, по-моему, да, я умру здесь. Потому что мы были тут вдвоем. Не умер, кстати, да, вспомнил, ТП-аут сделал, просто Пантини весь прокаст отдал. Ну, на скилле, что сказать тут. А вообще, конечно, Т2 можно было не идти, просто качаться, да, в тройке вражеской линии качать, тоже под топом, и все было бы шикарно у нас. Так, ну дальше, блин, БКБ берем просто. Сейчас забираю. Так, этих не хочу забрать, поэтому сейчас стакаем. И забираем мы дракона, да, динозавр. Это тоже неплохой крип, на самом деле, первый, второй. Для файтов то же самое. Так, ну скоро Рошана можно будет забирать, наверное, уже. Надо вот либо Рошана забирать. Ну, для Рошана, мне кажется, еще чуть рановато. Потому что могут прийти, спокойно там задефать Рошана инами, типа. Можно сейчас побегать, попытаться фраги поделать, да, то есть. Ну, просто качаемся, да. Мы не спешим никуда. Как говорят, потому что поспешишь людей насмешишь. Ну вот, я тут тоже сейчас чуть-чуть не умер вот в этом моменте, но мы всех тут убьем. В принципе, прям на тоненьком я выжил очень. Ну, все четенько получилось. Ну, примерно так и принимаются файты. То есть не на Т2, а просто как бы где-то рядом в лесу, где у вас вся команда может подойти и помочь вам. Это вот тоже Войт умер. Видимо, у них варды стоят просто в лесу где-то. Вот. Ну, где-то стоят варды в лесу. Рядом с Т2 медовым, да. Все, пушим Т2, пока энеми врагов нету. Пушим аккуратно, да, сами не подставляемся особо. Чисто с самончиками пушим, пропушиваем. Т2 упала в миду почти. А как Т2 упадет, будет очень много нам пространства открываться. Для фарма, для маневров разных. Все отлично. Вот убили опять. Т2 открываем до конца. Все, нам нужен блинк. Чтобы инициировать что-то уже. Наконец-то. Даггер покупаем. Так. Ну и дальше продолжаем вот территорию захватывать. Да, ванпост можно захватить. И качаться можно даже в тройке. Можно качать топ-лайн, мид-лайн. Главное не пропускать крипов, чтобы у вас линии постоянно были запушены. Прям вот так вот просто выходите, фармите крипов. Вам ничего за это не будет. Почему? Потому что, ну, как минимум в моей ситуации я вижу двух героев в боте, да? А втроем они
один герой вот в таверне на вейде, ну а вдвоем они мне ничего не сделают. Вот тут уже вот становится опасненько, конечно. Я тут уже просто рядом с кустами стою. Крипы у меня пушат. Ну, все отлично. Тоже аккуратно здесь тоже надо чувствовать, надо за картой следить и смотреть. Это всем вот. Вайда здесь убиваемая. Да, очень легко. Рор даже не трачу, да, понимаю, что вот никуда не уйдет отсюда под сайленсом. Рор мы оставляем на всякий случай. По нейтральным шмоткам, ну, я взял вот эту штуку. Не знаю, что это, новый предмет какой-то. Вот стоял, читал, что он дает вообще. Ну, поджигает от топоров. Прикольно, больше дэмэджа. Мне, в принципе, зашла эта шмотка. Из каждого задетого врага поджигает. Ну, на самом деле, прям прикольно выглядит. Даггер появился, надо БКБ теперь. Вот сейчас, на самом деле, очень тяжело на ХГ заходить. Очень тяжело. Что в такой ситуации делать? Да, ну просто качаться дальше. Просто качаться, ловить, набирать критическую массу, да. Чтобы у Вайда не было никаких шансов там на камбэк какой-нибудь, да. Просто фармим дальше. Крит массу набираем. Что такое крит масса? Это вот ключевые артефакты, которые делают вас очень сильными, очень сильно усиляют вас. Вот, например, это моя БКБ, да, там у антимага какая-нибудь бабочка, там манта, я не знаю, что он там покупает. То есть вот такие итемы, там гримеры там на саппортах банально, да, то есть парстафы там какие-то. Вот это вот критическая масса, когда у вас появляется какая-то шмотка, вы намного сильнее становитесь. А когда у 5 героев появляются шмотки, вы уже супер сильные становитесь все вместе. И до этого момента надо просто ждать качаться. Желательно сейчас Рошану забирать. Тут мы делаем полную фигню. Почему? Потому что, во-первых, БКБ нету, Рошана нету. Антимага нету, антимаг качается. Здесь надо было просто под Т3 не лезть, да. Они же сидят АФК под Т3, мы качаемся все равно. Из-за этого вот здесь я первый раз умираю. Очень много нетворса отдаю врагам. Игра чуть-чуть становится тяжелее, но все равно это еще очень фришная каточка. Просто она подзатягивается у нас с вами. Да. Остается вот сейчас. Сейчас Рошана мы забираем просто. Докупаем. Решил я покупать здесь, кстати, Кримсон. Почему? Потому что, во-первых, там фисты, Void, да. Конечно, можно было бы взять уже БКБ, но решил я так на команду сыграть, да, больше. Чтобы попроще было чуть-чуть. БКБ бы здесь помогло сильно, да. Я бы не умирал здесь, точно уже. Потому что там вот этот гель, он очень сильно замедляет. И, короче, тяжело играть прям без БКБ здесь. Ну, в целом, ничего сложного у нас здесь нет. Сейчас дофармливаю здесь быстренько Кримсон, потом забираем Рошана и уже идем вряд ли заканчивать. Но заходить надо попытаться, да. С антимагом уже совсем... Просто у нас до этого момента антимаг еще не подключался к игре даже. Все, фармит. Ну, чё, ПТС маленькие, люди не особо понимают, что делать. Тут я не могу кого-то винить. Наверное, больше я сам виноват, что на таком ПТС играю. Но у меня выбора нету пока. Пока я свой аккаунт основной
восстановлю. Тут файт начался, как-то на дистраптора напали, он на вардах стоял, да. Ну все, Тени умер, Войд наверху, можно спокойно Рошана идти забирать. Рошана были легко на бесте забираем, Рошан падает быстренько, супер быстренько. Сами танчить можем Рошана, то есть, ну, проблем вообще нет никаких. Так, куда дальше идти после Рошана, да? Хороший вопрос. Я бы пошел, наверное, в сторону вражеского аванпоста, забрал бы аванпост, как минимум. И вот толкал бы мид и топ-тауэр просто. Тут мы решили заходить, получается, где? По боту мы решили заходить. Я мид толкнул. Мид вот так желательно всегда, ребят, проталкивать, потому что, ну, если у вас линии запушены, вам намного проще становится вообще играть в соло. Если мид запушен, уже все четко. Вы уже видите героев, которые, например, отпушивают этот центральный коридор, вот этот, и то есть у вас больше информации появляется. Вот, например, вот сейчас увидели тени героя, да? А представьте, если бы я не запушил, например, я бы не увидел сейчас ни тени, ни вайда, ни виномансера на ХГ. Тоже видно было. То есть это много информации дает, очень полезной. А вдруг они бы в смоке вот нажали бы смог, да? Тоже вот. На самом деле от всего можно исходить. То есть если вот, например, линия запушилась, ее никто не отпушивает. Это странно. Почему? Потому что, ну, как бы хайграунд, да? Почему бы не отпушивать крипов? Возможно, они в смоках где-то уже. Возможно, они в спину заходят уже. То есть вот такая игра умов просто. Вот очень невероятно сложно заходить. Сейчас еще Войд с куполом прыгнет, и мы все тут, короче, погибнем уже. Ну, что-то мы рано начали заходить. А, ну, я понял, почему антимага-то не было у нас. Антимаг у нас был наверху. Поэтому я говорил, то есть, надо было по топу заходить, а не по боту. Здесь ошибка общая. Моя тоже, то, что я не закулил пойти в топ вместе с антимагом. Но антимаг просто не захотел к нам подходить, и, видимо, не знаю, что у него в голове происходит. Он качает, он играет свою игру. Это ладно. Тут я мог сам заколить, да, там, пойти там в топе подраться уже с антимагом. Может быть, убили бы их, то снесли бы сторону. Ну ладно, 2 Т3 снесли, в принципе, тоже неплохой вариант. Конечно, умерли все, но что поделать, надо БКБ покупать здесь. Здесь уже слишком много замедления, много magic damage, много контроля у них. Тут БКБ уже нужно. Сейчас антимаг как раз дофармливает уже бабочку. Так, все, резаемся где-то. Под мид летим. Ну, на вардах мы видим, вон 2 героя в боте, мы ничего не боимся. Варды стоят, все стоит. Спокойно докачиваем, да. Я думаю, энеми особо не будут никуда выходить, ну потому что у них товаров уже нету особо. Даже Т3 товаров нету уже. На самом деле им страшно выходить куда-то. Если выходить, то выходить на скилле в смоках впятером. Но так как видно вообще героев на карте, хотя бы вот одного-двух, то уже вряд ли кто-то вообще осмелится выйти, и вряд ли получится меня убить уже. Поэтому можно спокойно вот так глубоко заходить, пушить, да, вот прям по Т3 стоять. Очень много на самом деле можно в доте предугадывать, да, узнавать, как действовать вообще, свои действия новые совершать.
благодаря просто аналитике на карте, вот смотрите на карту, аналитика, да, то есть вот я проходил, заметили, я вот прошел, вот минуту назад прошел под кемпами вражескими слева, чуть-чуть ушел направо, и заметили, как близко они все стояли. Там по-любому варды стоят. Вот я по карте посмотрел, там и Тини был, и Веник был. То есть там по-любому стоят варды, и по-любому они на меня шли уже в этот момент. То есть очень много аналитики и очень много всяких секретов открывает просто наблюдение за мини-картой постоянное. То есть это нельзя игнорировать. Мини-карта вообще самый лучший ваш друг. На мини-карту надо всегда смотреть. Если не смотреть на мини-карту, это показатель лоу-скилльства. Это выражение выбрал, конечно. Но вы поняли, я думаю, мою идею. Тут убиваем просто война уже. Сейчас скоро антимаг должен подключиться к нам. И уже попроще будет немножко в эту игру играть. Так. Ну, сейчас можно уже заходить на ХГ. Байда нету, Веника нету. Рора, конечно, тоже нету, но есть БКБ зато. Сейчас как раз они резатся, у меня оружие откатится, и Рор, и все. Как вам, кстати, новый герой Ларго? Напишите в комментариях. Понравился он вам или нет. Лично мне я еще не знаю, я еще не понял этого героя. Так, ну здесь опять мы вот попытались зайти, очень тяжело заходить, ну прям невероятно. Даже учитывая мой счет, да, он 15-2, у меня счет был 15-3 сейчас. Все равно мы не можем на хайграунд зайти. Вот настолько вот дота уже скатилась, так сказать, да. Поэтому надо, вот как я и говорил во всем видеоролике, о чем я говорил, не спешите заходить на хайграунд. Нафармите свою критическую массу, там, нафармите свои итемы, нафармите голду, опыт, Рошана заберите, найдите пиков, и только тогда уже заходите на хайграунд. Потому что вы, во-первых, затягиваете игру, как это сделал я в этой катке. Да, мы затянули сильно. Либо вы вообще можете проиграть спокойно игру, и enemy камбэкнут. Особенно хорошо enemy камбэкают, когда вы на таком герое, как Бисмастер или Кан, очень темповых героях по типу Бруды еще, да, вы фидите постоянно в игре, и вы уже не сможете камбэкнуть. У вас весь темп, он ломается, и вам нужно играть очень четко, очень аккуратно. То есть нельзя фидить на таких героях. Это бывает критически. Что нам сейчас остается делать, это ждать Рошана. Просто ждать Рошану, да. Сейчас Рошан резнится, Сизам рез, да, все, резнулся. Ну и все, в принципе, остается просто забрать Рошана сейчас. Попробовать опять зайти с Рошаном, с Аегисом, с баннером. Сейчас уже у нас все есть, в принципе, для захода. Осталось только Рошану забрать. Аегис, баннера, и попробовать с баннером уже попробовать зайти. Зайдем по миду, я думаю, неплохой таргет на мид-тауэре. Спокойно заходим, забираем. Баннер ставим сразу, да, чтобы все четенько было, чтобы крипов не убили. Ну и все, аккуратненько стоим, просто сзади, хоть самоны там
Пусть самоны работают. Все, сносим. О, чисто самоны сносят. Мы сами даже можем не подходить. Все, хрону поставили. Под Т2, конечно, лезть не вариант. Плохой вариант лезть под Т2 сейчас. Под Т4, точнее. Да. Лотус. Кинули ему лотус. Выжил. Ну и все, тут уже вот очень много байбеков пошло. На самом деле, две стороны снесли уже, все хорошо у нас уже, на самом деле. Ну, байбекнуть, почему бы нет? Байбекнуть, травола куплю, прилечу, помогу там войну, да. Антимагу, да. Ну и все уже тут, в принципе, сейчас игра заканчивается уже. Или еще нет? Ну, еще пару минут побегаем. Пару минуточек придется еще побегать. И уже трон будет сломан. Что покупать вообще в лейтгейме, да? Ну, желательно, конечно, покупать Тактарин Рефрешер. Либо Хекс можно брать. Таких героев, которые там линкука, например, Пак, Шторм. Купили линку, да, можно взять Хекс. Неплохой вариант. Можно просто взять Хекс, да, если даже там линки нету. Тоже хороший вариант Хекс купить. Все, здесь мега крипы. Вот очень сильно, кстати, Кримсон Глав мне помог пережить Вайда в куполе. Все, здесь остается просто запушить уже товара и закончить игру. Ну, как я говорил, ребят, если кому нужен разбор ошибок, коуч, можете переходить по ссылке в описании, там группа ВК моя есть. Там мы с вами разберем все. Научим играть, короче, вас на бисмастере. Ошибочки ваши посмотрел. Все проанализирую по качественно и по кайфу. Все, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, комментарии там и лайки вы поставите, напишите. Все, всем удачи, всем пока.